одеваете? Это же безопасно. Это же в первую очередь нам нужно. Нарушение правил производственной безопасности трудинспекция выявляет прямо с порога. Спецодежда, средства индивидуальной защиты – все есть, уверяют на объекте. Только этим здесь почему-то никто не пользуется. На втором этаже, на третьем этаже находится ремень, да, тягомят. В первую очередь безопасность хламидию, остальное... Все правильно. В районе новостроек в Назране строят школу на 720 мест. Всего на объекте задействовано 36 рабочих. В рамках инспекционной поездки комиссия проверяет не только безопасность, но и легальность труда. Начальник строительного участка заверяет, что со всеми заключены трудовые соглашения. Договоры, офисы, да? Оттуда нам направляют людей, проходят перечисления. ООО или спецстрой. Да. Пока представители трудинспекции общаются с начальником участка, рабочие переодеваются. Объект начинает пестрить разноцветными спецжилетами и головными уборами. В селении Сурхаки тоже строится новая школа для 720 учащихся. И здесь картина маслом. Ни касок, ни перчаток, ни жилетов. А на высоте 2-3 этажей строители работают без защитного троса. Словом, нормы охраны труда и безопасности всеми игнорируются. Вы не одеваетесь сильно. Им неудобно работать. Правда, нежелание работников соблюдать требования не освобождает от ответственности работодателя. Если строитель отказывается пользоваться средствами защиты, его просто не должны допускать к работе, объясняют инспекторы. В этом случае предусмотрена административная ответственность на работодателя. В том числе это и должностное лицо, так и юридическое лицо. Административные штрафы здесь высокие. На должностное лицо от 25 до 30 тысяч штраф, на юридическое от 130 до 150 тысяч штраф. Здесь также не скрывают, что с работниками не заключали трудовых договоров. Это удобно для подрядной организации, так как освобождает от социальных выплат, пенсионных, страховых начислений. Однако крайне невыгодно самим рабочим. К тому же никто не застрахован от несчастных случаев. А получив производственную травму на строительном объекте, неофициально трудящиеся не смогут рассчитывать ни на какую компенсацию от подрядчика, ни отстоять свои права. Требования статьи 57 Трудового кодекса, в нем должны быть обязательные условия, такие как трудовая функция работника, оплата труда. В том числе должны быть указаны все размеры оплаты и виды оплаты, которые ему полагается. Это должно быть социальное страхование, условия прописаны, данные работника, данные работодателя и иные условия, которые установлены 57 статьей Трудового кодекса. Представители трудинспекции разъяснили работникам пользу легальной занятости. Также напомнили, игнорирование требований трудового законодательства обойдется гораздо дороже. Основные нарушения дадим предписание руководителю для их устранений нарушений этих. Ну, все. Дальше будем уже штрафовать. Инспекторы подводят итог рейда. Нарушения буквально на каждом объекте. И самые частые из них – нелегальная занятость, несоблюдение требований охраны труда. А регулярные проверки не безрезультатные. Значит, борьба с недобросовестными работодателями продолжается. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.